В эфире новости на телеканале «Якутия-24». В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В начале о темах этого выпуска. Проверки продолжаются. В Якутске выявляют нарушения в работах места общественного питания и автобусных маршрутов. Якутия вошла в список регионов с наиболее высокой заработной платой среди водителей. Сколько в среднем обещают соискателям? Через тернии к звездам якутский спортсмен Владимир Болынец завоевал золото на чемпионате мира по пауэрлифтингу. Городской оперштаб выявил в ряде развлекательных заведений нарушений антиковидных ограничений в ночь на 31 октября. Сообщается, что в ходе рейда были проведены 44 заведения, в 4 из них выявили нарушения. Отмечается, что собранные материалы передадут в суд. Заведениям грозит штраф или приостановка деятельности. Кроме того, еще 5 заведений были закрыты изнутри, препятствуя работе группы оперштаба. Также были проверены 25 объектов общепита и 23 маршрутных автобуса. Нарушения ограничительных мер против распространения коронавирусной инфекции выявлены в 4 местах общественного питания. Кроме того, зафиксировано нарушение масочного режима водителем автобуса маршрута номер 8. В отношении нарушителей составлены акты, напомним, указом главы Якутии. В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября прекращают деятельность все организации, индивидуальные предприниматели, кроме больниц, аптек, организаций торговли продуктами питания и другие. Организациям общепита разрешено работать только с 6 утра до 22:00 с допуском по QR-коду. А между тем, Центр СПИД и медицинский центр города Якутска с 1 по 3 ноября проводят акцию по вакцинации от COVID-19. Все получившие вакцину смогут дополнительно пройти бесплатно обследование на вирусные гепатиты Б, С и на ВИЧ-инфекцию. При себе обязательно иметь СНИЛС и паспорт. Время приема с 8:30 до 16:00. С сегодняшнего дня в республике приступили к работе дежурные детсады и группы. Их открыли по запросу родителей, которые работают в организациях, обеспечивающих жизнедеятельность во время нерабочих дней. Например, в столице с 1 по 3 ноября работники ФСБ, МВД, УФСИН, МЧС и медицинских учреждений оставляют на временный присмотр своих чадов в детском саду «Золотой ключик». В дежурном детском саду соблюдаются все требования Роспотребнадзора. До начала приема детей тщательно проводили дезинфекцию комнаты, у детей постоянно проверяют температуру. По словам работников дежурного детского сада, у них это первая практика. Они только сегодня начали знакомиться с малышами, но быстро нашли общий язык. Сейчас в «Золотом ключике» находятся более 70 детей из Якутска и поселка Хатасы. Всего в республике работает 75 дежурных детских садов и 112 групп. В республике на сегодняшний день из 36 муниципальных образований 26 открыты дошкольные группы, дежурные группы. На сегодня в 75 детских садах работают 104 дежурных группы, и в них охват составляет 1284 ребенка дошкольного возраста. Дежурные группы открылись на основании потребностей родителей, которые выполняют свои рабочие функции в период нерабочих дней. Во время выходных дней родитель должен принести справку, что он действительно работает в эти нерабочие дни, о том, что он действительно работает. И все дежурные группы, конечно, придерживаются всех санитарных норм и правил. Заранее подготовились, и оплата родительского взноса за присмотр и уход остается. Прокуратура Имиконского района провела проверку соблюдения законодательства о банкротстве. Установлено, что в период 2019 года одной из золотодобывающих артелей Имиконского района, имеющей признаки банкротства, сокрыты денежные средства в размере 61 миллиона рублей. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры.
К другим темам ушел из жизни легендарный человек. Патриарх национальных видов спорта, кавалер Ордена Республики Саха-Якутия, полярная звезда. Доктор педагогических наук, профессор кафедры национальных видов спорта и народных игр Института физической культуры и спорта СВФУ. Основатель Музея физической культуры и спорта Якутии, профессионал с большой буквы Валерий Пантелеймонович Кочнев. Министерство по физической культуре и спорту Республики, спортивная общественность глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам в связи с уходом из жизни глубоко уважаемого Валерия Пантелеймоновича. Владимир Путин заявил, что климат в России теплеет быстрее, чем в среднем в мире. Особенно беспокоит общественность таяние вечной мерзлоты, на которую приходится значительный объем нашей территории. Выступая на саммите группы 20, Владимир Путин сообщил, что среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой более чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась более чем на полградуса. При этом в Арктике скорость потепления еще выше. Глава государства добавил, что российская сторона активно участвует в международных усилиях по сохранению климата. Авиакомпания «ЮТЭЙР» совершила первый полет по маршруту Москва-Якутск. Она стала пятой авиакомпанией, которая сегодня совершает полеты по маршрутам Якутск-Москва и обратно. И стала 10-й авиакомпанией, которая будет принимать международный аэропорт Якутск. Многие пассажиры очень хорошо отзываются о появлении этой авиакомпании на карте полетов из Якутска. Это не только дает выбор пассажирам, но и возможность без каких-либо преград совершать полеты в центральные города России. По словам капитана воздушного судна, отныне «ЮТЭЙР» будет выполнять полеты в Москву 3 раза в неделю. Выполнили мы первый рейс 531 Внуково-Якутск. Теперь будем выполнять эти рейсы регулярно. Сейчас в плане заложено 3 раза в неделю, но планируется в будущем ежедневные полеты. Привезли мы сегодня на первом рейсе 190 пассажиров. Для первого рейса это очень хорошо, хороший показатель. Надеемся, что пассажиры будут летать стабильно, с полной загрузкой. Для компании это важный рейс, нужный рейс. Будем трудиться по чести, по совести. Благодарим. Республиканская автодорога Яна из-за снежных заносов закрыта. Автодорогу чистят от снега с 2 сторон. Со стороны села Тополино и с участка 100-й километр со стороны федеральной автодороги Колыма. Работают 2 единицы техники, расчищено около 20 километров дорожного полотна. Трудности создает снегопад, который идет до сих пор. Движение восстановят через 2 дня. Служба исследований HeadHunter, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала почти 300 тысяч вакансий водителей, открытых в России с января этого года, и выяснила, в каких регионах этим специалистам предлагают наиболее высокую заработную плату. Средняя зарплата, предлагаемая в вакансиях для водителей по стране, составляет 67,7 тысяч рублей. При этом в регионах-лидерах по зарплатам водителям предлагают на треть больше. На первом месте находится Республика Тыва, 94 тысячи рублей. На втором – Республика Саха-Якутия, почти 93 тысячи рублей. На третьем – Магаданская область, там платят около 92 тысяч рублей. По сравнению с допандемийным 2019 годом спрос на водителей в России вырос почти в 2 раза. Это 77%. Сегодня это одна из самых массовых вакансий в стране. Автоцистерна на базе «Урал-Некст» поступила в боевой расчет Ленского пожарно-спасательного отряда. Отмечается, что автоцистерна может эксплуатироваться в районах с перепадом температур от минус 45 до плюс 40 градусов по дорогам всех видов и бездорожью. Обновление техники проводится в рамках реализации программы МЧС России по переоснащению реагирующих подразделений. Так, до 2027 года реагирующие подразделения МЧС России получат свыше 2500 единиц пожарно-спасательной техники, 2000 робототехнических комплектов, 38 тысяч единиц имущества для обеспечения ведения аварийно-спасательных работ, 120 плавсредств и 37 авиационной техники. В Алроса водители ездят не только по наземным дорогам. Компания добывает алмазы, многие сотрудники работают под землей, в шахтах. И там тоже есть водители. А есть ли у них правила дорожного движения? Сложно ли ездить по горизонтам, на которые не попадает солнечный свет? Об особенностях работы расскажет Карина Лопатина. Если подземка город, то ее жители – шахтеры. Здесь, как и на поверхности, есть дороги, пешеходы и водители.
Передвигаться под землей непросто. Все-таки пространство ограничено горной выработкой. А техника, что бороздит горизонты, не миниатюрная. Подземная самоходная машина «Хэнсон» с вагончиком для перевозки людей в длину составляет несколько метров. Прежде чем ехать дальше, водитель подает сигналы 2 раза. Это делается для того, чтобы другие шахтеры его заметили и вовремя среагировали. Если шахтер спускается по дороге, то он обязан пропустить водителя, едущего снизу. А переждать проезд техники можно и в углублении – нише. Сотрудник, находящийся за рулем, должен обратить внимание на светофор. Да, под землей он тоже есть. Вот сейчас вот моргает, он в тестовом режиме стоит. Вот когда участок занят, вот точно так же моргает красным. Когда я нажимаю на кнопку «Загорается зеленый», тогда можно ехать. Когда красный вот так моргает, тогда я останавливаюсь и жду, значит, на этом участке находится транспорт. Все, зеленый загорелся, мы можем двигаться. Двигаются под землей на нескольких видах техники. Подземная самоходочная машина, погрузочно-доставочная и самая небольшая юркая – багги. Дорожные знаки в шахте привычны для любого водителя. Движение без остановки запрещено, уступи дорогу, ограничение скорости. Правда, цифра на последнем табло может свести с ума любителей скорости – 5 км в час. Все-таки это важно для промышленной безопасности и охраны труда. Видимость здесь затруднена. Тут есть выработки, где мало освещенности, и чтобы машинист увидел, допустим, работника, у которого горит только фонарь, то есть тут более ответственность на машинисте лежит, чтобы, не дай бог, не задавить человека. Размеры шахты сложно представить, но для водителей дороги горизонтов – места знакомые и родные. Работая каждый день, днем и ночью они занимаются важным делом – доставкой людей, погрузкой породы и оборудования. Без их труда существование горно-перерабатывающей деятельности невозможно. Карина Лопатина, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». В Якутии создают кластер легкой промышленности, который будет развивать местные предприятия и обеспечит доходами охотников-промысловиков, коневодов, звероводческие хозяйства и других представителей отрасли. Это создаст новые рабочие места в сферах с высоким экспортным потенциалом, таких как пушное и меховое производство, производство кожи, изделий и натуральных материалов. Власти республики наладят систему переработки и сбыта продукции, в том числе переработки и сбыта выметки кожи молодняка и якутской лошади. Республика обновит оборудование и организует современные цеха. Субсидировать будут предприятия, которые занимаются разведением якутского соболя, лошадей, оленей и пошивом меховых и кожаных изделий. Будет усилена поддержка охотников и заготовителей пушнины. В завершении выпуска новости спорта. Якутский спортсмен Владимир Балынец выиграл чемпионат мира по пауэрлифтингу среди здоровых спортсменов. Он оказался единственным из российских атлетов, кому удалось завоевать золото в категории мужчин. Чемпионат проходил в Вильнюсе. Поздравляем спортсмена и его тренера Петра Давыдова. Но добавим, что ранее среди юниоров победителем первенства мира стал другой якутянин Аял Сивцев. Он стал первым победителем первенства мира по пауэрлифтингу жим лежа по юниорам. К этому часу это вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.